Смотрите в программе. Ситуация с пожарами в Якутии по-прежнему остается напряженной. Сложная обстановка сохраняется по меньшей мере в 6 районах. Парад в честь празднования Дня военно-морского флота прошел в России. А якутяне могут поддержать проекты земляков, проголосовав за них на сайте онлайн-фестиваля красиво.дв. В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Ситуация с пожарами в Якутии по-прежнему остается напряженной. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть-Майского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Алданского и Тампонского районов, где зарегистрировано 59 очагов природных пожаров. Жители этих районов борются с огнем всеми силами. Многие жалуются на проблемы со здоровьем, вызванные дымом. Как идет борьба со стихией сегодня, разбиралась Сырглана Неустроева. Сегодня будни жителей северных районов больше похожи на жизнь во время боевых действий. На борьбу с огнем были подняты не только местные мужчины, но и женщины и даже дети. Села и деревни окутаны дымом, невозможно дышать, а огонь тем временем все ближе подходит к населенным пунктам. В общем, не получилось нормальный встречный огонь пустить. Не хочет лес гореть. Только местами, где сухостой или зола сухих веток, листвы, конечно, горит. А так, по большому счету, сам лес не горит и все. Видимо, толку от встречного огня не будет. Остается только уповать на чудо, что дожди все-таки пойдут, иначе, видимо, с этим огнем нам никак не справиться. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действует 71 природный пожар на общей площади, пройденной огнем, свыше 250 тысяч гектар. При этом площадь активного горения составляет свыше 300 гектар. За сутки возникло 3 пожара и 12 ликвидировано. Однако, как уверяют главы улусов, ситуация находится под контролем. При этом в одном только Среднеколымском районе пожар подошел к 4 селам. В нашем районе, значит, Среднеколымском, сегодня 4, 23 населенных пункта, где рядом пожары стоят. Вот. Ну, чтобы угрожать, таких пожаров нету. В поселках у нас чрезвычайная ситуация. У нас сегодня в районе действует 4 пожара. Вчера один прибавился в село Соболов. Вот, 4 километров горит линия ЛЭП. Есть очаг. Ну, там выехали сейчас техника, трактор, человек 20 добровольцев. Ну, в общем, работа ведется. Пожар частично локализован. Ведется постоянное наблюдение. На фоне весьма обнадеживающих сообщений по интернету начала ходить рассылка об объявлении сбора средств для жителей села Сватай Среднеколымского района, в которой утверждается, что огонь подошел практически вплотную на расстояние чуть более 1 километра, а ситуация по состоянию на 25 июля не улучшилась. Пожар с юго-запада приблизился к селу на расстоянии чуть более 1 километра. Просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь. По состоянию на 25 июля 2020 года ситуация не улучшилась. Пожар не утихает. Припасы и силы населения заканчиваются. К слову, лесные пожары традиционно начались еще в начале июня, однако тогда они были вне так называемой зоны контроля. Там патруль идет, да, смотрит, наблюдает пожары. Вот. Но если нет опасности объектам, да, по населенным пунктам, объектам экономики, вот эти зоны выделены, это как бы зона контроля, она у нас идет, и там получается как неохраняемая типа, да, зона. Вот, поэтому там и не тушат пожары. При этом ситуацию возможно было и не доводить до критической отметки. Однако надежда на русский авось на этот раз не оправдалась. Свою лепту внесли жаркая температура и сухие грозы. Мы продолжим следить за ситуацией. Сырглана Неустроева, Айтал Колесов. 47 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии. По данным регионального оперативного штаба, 39 инфицированных человек в Якутске, а также единичные случаи в Булунском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Алданском и Вилюйском районах. COVID-19 за сутки унес жизни 3 человек. Тестов проведено почти 3000.
В акватории Невы прошел традиционный парад в честь празднования Дня военно-морского флота. О нем готова рассказать наш СОБКОР в Санкт-Петербурге. Айсена Бурнашова. Добрый день, коллега. Да, действительно, атмосфера в городе на Неве сегодня потрясающая, по-настоящему праздничная и летняя. Хочется отметить, что после недели дождей сегодня светит солнце, и в городе действительно хочется веселиться, хочется отдыхать и хочется праздновать этот замечательный день. Ну, а что касается Петербурга и флота, то это были всегда неразделимые понятия. Еще со времен Петра здесь строили военные корабли, здесь выпускали и продолжают выпускать кадры для флота и морского дела. И следует отметить, что по сей день в Петербурге разрабатываются новейшее военное вооружение, морское военное вооружение. И парад, который сегодня здесь проходит в акватории Невы, в том числе указывает и на эту преемственность. И следует отметить, что всего в этом параде будет принимать участие 46 военных кораблей и подлодок. Это, к примеру, большой десантный корабль «Петр Моргунов». Вы можете видеть сейчас, он стоит в акватории Невы. И субмарина Петропавловск-Камчатский. Все военные корабли расположились у Адмиралтейской набережной. В данное время мы находимся на Дворцовой. И основная часть парада, отмечу, что пройдет в акватории Невы. Все корабли проплывут таким красивым парадным торжественным строем. Также на Адмиралтейской набережной ожидается парад военных. Ну а кульминацией праздника станет большое авиашоу с участием 40 самолетов и вертолетов. Хочется отметить, что пробраться к набережным сегодня было достаточно сложной задачей. Мы прошли около 2 пунктов КПП, и на каждом из них проверяют наличие маски и перчаток. Оно обязательно. И парад продолжается. Он собирает все больше и больше гостей и жителей Санкт-Петербурга. И, надеюсь, сегодня этот день запомнится многим и останется в памяти таким приятным воспоминанием. Спасибо, Айсена. Парад прошел не только в Санкт-Петербурге. Одним из крупнейших военно-портовых городов страны является Севастополь. О том, какие мероприятия прошли там, Денис Тишин. День военно-морского флота – один из главных праздников в Севастополе. По традиции он проходит в Севастопольской бухте. Здесь стоят корабли Черноморского флота. Чуть позже в центре города, на площади Нахимова, состоится военно-спортивный праздник, который завершится гала-концертом и праздничным фейерверком. Зрители увидят динамические эпизоды боевой подготовки экипажей Черноморского флота, увидят 9 боевых кораблей и судов. В их числе новейший корабль противоминной обороны Иван Антонов, малоракетный корабль Орехово-Зуево, корабль специального назначения Иван Фурс и легендарный гвардейский ракетный крейсер «Москва», который принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике. Всего в военно-спортивном празднике принимают участие порядка 50 кораблей, катеров и судов обеспечения. Часть из них будет выставлена для посещения севастопольцами и гостями города на территории морского вокзала. Отмечу, что зрителям впервые покажут высадку и действия диверсионно-разведывательной группы во время освобождения Севастополя в 1944 году. В этом эпизоде праздника примут участие военнослужащие Черноморского флота, актеры театра драмы имени Лавренева, водолазные гидрографические катера, также самолет Як-52. Еще одно новшество – демонстрация поражения отряда боевых кораблей условного противника с помощью малого ракетного корабля и беспилотника. И, кроме того, после 7-летнего перерыва возобновлено представление 33 богатыря. В роли богатырей выступят водолазные специалисты учебного центра ВМФ. Всего на празднике зрители увидят 21 эпизод. К другим новостям. Проголосовать за якутян, участвующих в онлайн-фестивале «Красиво ДВ», можно до 31 июля. 9 участников из республики прислали свои видеоролики на конкурс. Жители региона представили свои видеоработы в каждой из 5 номинаций: природа, люди, звуки, сила и уникальность. По итогам народного голосования 55 работ войдут в шорт-лист, который объявят до 1 августа. Финальный этап продлится около 2 недель. Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Он будет разделен среди 7 победителей. Отметим, что голосовать за видеоролики можно ежедневно. В этом году в средней школе села Бичинча Ленского района Якутии единственный выпускник. В общеобразовательном учреждении с вековой историей такого еще не видели. Учителя и младшеклассники хотели по-особенному проводить Георгия Евграфова, но помешала пандемия. Последний звонок прошел скромно. Поблагодарили друг друга, сфотографировались на память и все.
Георгий с рождения живет в Бичинче, в рабочей семье. Людей в населенном пункте 600 человек. В классе Георгия раньше числилось 6 учеников. В Бичинче это обычное дело. Но после 9-го одноклассники забрали документы. Кто-то перевелся в райцентр, кто-то в другие города и поступили в техникумы. Единственный ученик говорит, что педагоги, по сути, занимались с ним репетиторством. Но нагрузка была обычная. Рассказывает, скучновато, не с кем даже парой слов перекинуться, зато никто не отвлекал от главного – от учебы. В парке современных и древних животных недавно произошло пополнение. Теперь, кроме скульптур динозавров и чучел бизонов, волков, кабанов, посетители могут увидеть огромного гигантопитека, африканского льва и гордость парка – роботизированного мамонта. С новинками парка нас ознакомит Александр Хавренко. Рык тираннозавра и рев мамонта – первое, что слышат посетители этого небольшого парка. На участке своего частного дома Александр Файзель воссоздает в скульптурах доисторических обитателей планеты. Последними новинками парка стал огромный гигантопитек, чучело африканского льва и новая гордость – роботизированный мамонт. Да, вот мамонт как бы появился у меня в начале зимы. Делал я его именно к фестивалю косторезов. Вот. И механизмы, которые я изначально задал, то есть это чтобы он ходил, двигался там головой, мотал там все такое, кричал. Не все были скажем, сделаны. Все это чуть позже, может быть, конечно, я это делаю. То есть он будет еще ходить, может, или мотать ногами там, хотя бы, по крайней мере. Вот. Пока он действует от ручных рычагов. Вот. Конструкция такова, что можно залезть в него и пошевелить. В период пандемии гостей в парке было немного, но сейчас, когда ограничения постепенно снимают, каждый день сюда приезжают десятки посетителей и с удовольствием гуляют среди динозавров. Я сам хотел в свое время отучиться на палеонтолога, поэтому давняя мечта помогает мне, вот, допустим, создавать их более совершенно и анатомически правильно. Это, допустим, благодаря своим знаниям уже, которые я черпаю, естественно, из литературы. Ну, раньше это было, сейчас интернет, фильмы, которые меня всегда вдохновляли и вдохновляют до сих пор. На создание одной фигуры у Александра уходит в среднем неделя. Сейчас владелец парка динозавров трудится над новыми экспонатами. И, возможно, уже через пару недель посетителей ждет встреча с новым доисторическим монстром. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. И на этом пока все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. До встречи в эфире.